Есть в Самарской губернии живописный уголок природы. Хоть и не живет здесь никто уже сотни лет, но место памятное. Каждый год со всей Самарской области приезжают сюда люди. Ведь когда-то между селами Валы и Жигули существовал несколько столетий один из крупных городов древнего государства Волжской Булгарии. Его жители – булгары, тюркоязычные племена. Они стали предками многих современных народов. Имя древнее его нам неизвестно. Ни один письменный источник не сохранил название этого города, но в археологической среде это место называется Муромский городок. Название очень интересное, оно складывалось из различных легенд, которые в свое время еще записали известные российские академики Лепехин и Паллас в XVIII веке. И в начале XX века, когда пришли сюда первые исследователи, это Вера Владимировна Гольмстон, которая составила первый план этого памятника и провела раскопки, нашла здесь фундаменты кирпичных и каменных зданий. Раскопки продолжаются и сейчас. В деле сохранения и развития Муромского городка принимают активное участие представители татарских общественных организаций. Популяризация истории родного края, богатого культурного наследия татарского и других мусульманских народов – главная цель многих проектов. Сегодня они успешны в Самарской области и в Республике Татарстан. Выездные уроки истории, общение с молодежью и школьниками – лишь часть этой работы. Чтобы знали, что на территории Самарской области, в частности Самарской Луки, есть такой большой археологический памятник. Плюс к этому, чтобы помнили корни свои, так как волжские булгары являются основой современных народов, которые здесь проживают, в том числе и татарского народа. Вот. Чтобы археологический памятник Муромский городок имел развитие свое, чтобы увеличился бюджет на него, чтобы он вырастал в своем объеме по количеству раскопок, по времени раскопок, чтобы это все материализовалось в какие-то труды научные и имело большую перспективу для развития и туризма, и истории родного края. Ученые и краеведы собрали обширный материал о том, как жили древние булгары. Так что в будущем Муромский городок может стать музеем под открытым небом. Исследовать уникальный памятник Самарской Луки приезжают даже из-за рубежа. Мы привлекаем почвоведов, геофизиков. Вот в прошлом году у нас работали геофизики, и мы просили их исследовать участок, расположенный западнее от внутреннего города, потому что у нас еще неизвестно точное место расположения валов или укреплений, внешних укреплений с западной стороны. Они не сохранились. Мы пытаемся узнать, как использовались те или иные участки городища, где какие виды производств были, как происходило освоение этой территории, что здесь могло быть, какие строения, как эту землю, которую она изучает, как эту почву, которую изучает, использовали именно в болгарское время. Сегодня здесь собрались учащиеся школ губернии, прихожане, активисты, да и просто любители истории. Все слушают с интересом, ведь на месте нынешних поселений Самарской Луки сотни лет назад были городища ремесленников и торговцев. Когда нам сказали, что мы сюда поедем, я думала, что здесь будет стоять город, нас будут водить по деревне. Оказалось, что это уже давно потерянный город. Ведутся раскопки. Я до этого ни разу не слышала об этом городке. Здесь даже не верится, что здесь был город, обширные поля, деревья. Это было настолько давно, что уже здесь все выросло, было перепахано. В конце X-го, начале XIII веков это был большой ремесленный и торговый центр на Самарской Луке. Его площадь составляла 150 гектаров. Город делился на внутренний и внешний. Обе части были защищены валами и рвами. В Муромском городке было более десятка булгарских селищ. Среди горожан немало гончаров, ювелиров, земледельцев. Для своего времени жилища были поистине уникальными. В них были даже теплые полы, канализация. Важнейший центр на Самарской Луке находился в южных границах единственного в ту эпоху в Восточной Европе мусульманского государства – Волжской Булгарии. Доходило до Каспия, до Кавказа, Азии, Алтай. Здесь доходило до Московии. То есть вот эти места все были казанским, булгарским государством. И когда пришли монгольские завоеватели,
они встретили отпор. Потом уже, когда они собрались силой и завоевали, то здесь этот город был стерт с лица земли, был сожжен, хотя здесь была большая цивилизация. Этот город, Муромский городок, являлся большим центром. Муромский городок процветал. В нем находились мечети и медресе. В западной части внутреннего города археологи нашли медиплавильные печи, сложенные из глины и камней, орудия ювелиров. Городские ремесленники снабжали своей продукцией все окрестные селища. О далеких торговых связях Муромского городка свидетельствуют находки, фрагменты германских монет, иранской посуды. В 1236 году Муромский городок был полностью сожжен монгольским ханом Батыем. В жестоком неравном бою погибло почти все городское население, а огонь довершил разрушение. Источники говорят о том, что город продолжал жить и после нашествия, в период Золотой Орды Казанского ханства. Татары ушли на другие земли только в конце 16 столетия. История в прошлое не уходит. Каждый год на живописных полянах знаменитого городка собираются активисты татарских национально-культурных организаций и все те, кто неравнодушен к прошлому родного края. Мы хотели бы своим сегодняшним присутствием показать значимость того, что необходимо продолжать раскопки. Их делать больше, в большом масштабе. Сюда еще приедут, сейчас вот едут дети, для того, чтобы им показать эти места, чтобы они тоже знали. К сожалению, сейчас вот проезжаешь, даже люди не знают, что здесь находится заповедник, хотя он уже в реестре. Воздух совсем другой, просторы, место очень хорошее, леса вокруг, небо ясное, в общем, нравится. Мы еще будем ходить, все осматривать. Важно, чтобы это все возрождалось. Аллаху акбар, Аллаху акбар, ла иляха илляллах. Сюда привело интерес к предкам, как они жили, где жили, и все интересно. Сегодня организаторы стараются, чтобы выездной урок истории стал ежегодным. Ведь люди должны знать своих предков. Волжских булкар, когда-то живших на многонациональной земле Самарского края. Я тоже хочу стать историком, я тоже хочу продолжить ту работу, которую сейчас начинают историки. Я тоже хочу изучать историю волжских булгар, как они жили.